Они знают, что их ждет, но упорно едут в самые непроходимые места. На одни из самых экстремальных соревнований, проводимых в республике, приехали полсотни участников. Им предстояло преодолеть брод, болота и овраги. Виктор Погодкин и Роберт Галимов смогли вылезти из болота, но финишировать не получилось. Подвел генератор. Надежда на других членов команды. Поломка машины произошла. У нас 5 экипажей, как мы думаем, другие ребята смогут. Под слоем растительности и земли вода, поэтому вырваться из плена не так просто, а на счету каждая минута. Организаторы подготовили самые каверзные маршруты. Одно неловкое движение, и автомобиль может застрять. Мы выбрали территорию Мартовского леса, потому что есть очень много мест, локаций интересных как для участников, так и для зрителей, чтобы посмотреть, что вообще такое внедорожный спорт, и, возможно, кто-то к нему приобщится. Ориентироваться на местности приходится с помощью GPS. Болельщикам со стажем сложно оставаться в стороне, но по условиям состязаний помогать участникам нельзя. Пригласили посмотреть. У меня как бы два друга, вот один тут мучается, второй там мучается. Пока смотрю, вот вроде как бы справляются как будто. Шикарно. Все очень классно. Мы еще все не обходили, все не смотрели, но это место хорошее. С радостью бы сами поучаствовали, но пока не получается. На бездорожье вышли 15 команд из Татарстана и соседних регионов. Их задача – преодолеть контрольные точки в 5 классах. Железные кони увязали в грязи, но гонщикам удалось выйти достойно из всех ловушек. Они доказали – дело не в авто, а в людях и в настрое на победу. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Елабужский район.